Что такое шариат? Какова его задача? Почему он подвергается атакам? Что означает для нас шариат? Если бы не исламский шариат, то не было бы в истории того, что называется исламская цивилизация. Не было бы того, что известно в истории как исламское общество. И если бы не было исламского шариата, то не было бы и исламского государства. Потому что это государство было образовано как исламское по причине его основания на исламской акиде. Претворение исламского шариата, управление делами людей согласно исламскому шариату и несение ислама и его шариата в качестве послания ко всему миру. Значит, если мы отделим ислам от шариата, то ислам превратится в монашескую религию, которая будет говорить лишь о загробной жизни и нравственности, никоим образом не влияя на реальную жизнь. Такая религия не будет формировать ни общество, ни государство, ни образ жизни, ни цивилизацию. Запад полностью осознал эту истину и повел борьбу против исламского шариата заранее, еще более чем 200 лет назад. Эта борьба была нацелена против самой исламской цивилизации, то есть против исламского образа жизни и против шариата, который воплощал исламскую жизнь в обществе людей. Запад атаковал основные законы шариата, атаковал шариат в общем по всем фронтам, начиная с законов еды и питья. Мол, эти законы слишком древние, они были даны для прежних поколений и более неактуальны, непригодны для нашего времени. Запад атаковал законы правления в исламе и стал бороться против самой системы халифата. Он атаковал закон о джихаде и заявил, что джихад принуждает людей принимать ислам. Он атаковал, к примеру, законы из социальной системы ислама и раскритиковал институт многоженства, а также способ развода в исламе. Он заявил, что исламский шариат не способен решать современные экономические вопросы, как и не способен отвечать современным требованиям международных отношений. Так он и продолжал запускать свои стрелы в законы шариата, ради того, чтобы в итоге мусульмане утратили доверие к шариату. Потом, когда Запад захватил наши земли, он сразу же отделил законы шариата от правления, предложив свои новые законы и конституции, после чего наши земли оказались под их гнетом и тиранией, существуя в таком положении по сей день.